Добрый день, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию отрывок произведения Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело каледовать и славить Христа. А ведьма, между тем, поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звезды одна за другой пропадали на небе. Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко. То был черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Подбежавший, вдруг схватил он обеими руками месяц, поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, а между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, который черту был противнее проповеди отца Кондрата. Досужий отдел время, кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами и поленами и всем, чем не попал. С той поры черт поклялся мстить кузнецу, и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу, и для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и нелегок на подъем, к дьяку же от избы не так близко, и в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу. Тем временем... Так ти, кум, еще не был у дьяка в новой хате. Там теперь будет добрая попойка, как бы только нам не опоздать. Что за дьявол? Смотри, смотри по нас! Что? Как что? Месяца нет. Что за пропасть? В самом деле нет месяца. То-то, что нет. Так, пожалуй, останемся дома. Нет, кум. Пойдем. Нельзя. Нужно идти. Теперь посмотрим, что делает оставшаяся одна красавица-дочка. Оксане не минуло еще 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не таким избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. Ой, чего я не вздумала расслаблять, будто я хороша. Лгут люди, я совсем не хороша. Эх, разве черные брови и очи мои так хороши, что же равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом сдернутом кверху носе, и в щеках, и в губах? Будто хороши мои черные косы. Ох, их можно испугаться вечером. Они, как длинные змеи, перевелись и обвелись вокруг моей головы.
Я вижу теперь, что я совсем не хороша. Нет, хороша я. Ой, как хороша. Чудо. Какую радость принесу я тому, кому буду женою. Как будет любоваться мною мой муж. Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть. Чудная девка. И хвастовства у нее мало. Час стоит, глядя в зеркало, и не наглядится. Еще хвалит себя вслух. Да, парубки, вам ли читаю? Вы поглядите на меня. Как я плавно выступаю. У меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна. Все это накупил мне отец мой, для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете. Ой, зачем ты пришел сюда? Разве хочется, чтобы выгнали за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас. Что, сундук мой готов? Будет готов, мое серденько. После праздника будет готов. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя. Кто же тебе запрещает? Говори и гляди. Позволь и мне сесть возле тебя. Садись. Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя. Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна. Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обморал сажею. Не любит она меня, ей все игрушки. А я стою перед нею, как дурак, и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей. Чудная девка. Чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит. Но нет, ей нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою, мучит меня бедного. А я за грустью не вижу света. А я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить. А между тем мать кузнеца Вакулы имела отроду не больше 40 лет. Она была не хороша, не дурна собой. Однако же она так умела причаровать к себе самых степенных казаков. И к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Убраться нужно, однако, составить все по местам. И что за мешки лежат? Так, это ж Вакла принес. Пусть же сам и вынесет. Черт, между тем, когда еще влетал в трубу к Солохе, как-то нечаянно обратившись, увидел Чуба об руку с кумом уж далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель, в воздухе забелело. Стой, кум! Мы, кажется, не туда идем. Я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону. Не найдешь ли дороги? А я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эк, какую кучу снега напустил в очи сатана, а? Черт, между тем, не на шутку разнежился у Солохи, как вдруг послышался голос дюжего головы. И кто это в такой час пожаловал? Полезай скорей в мешок. Он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель, а увидевши свет в ее хате, завернул к ней в намерении провесть вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка. Спрячь меня куда-нибудь,
Мне не хочется теперь встретиться с дяком. Куда же спрятать такого плотного гостя? Вот, пожалуй, самый большой мешок. А что это у вас, великолепная Солоха? Как что? Рука, Иосиф Никифорович. Рука? А что это у вас, дрожащая Солоха? Будто не видите, Осип Никифорович. Шея, а на шее маниста. На шее маниста? А это что у вас, несравненная Солоха? Неизвестно, к чему бы теперь притронулся Диак своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос казака Чуба. Ах, боже мой, стороннее лицо! Что теперь, если застанут особу моего звания? Дойдет до отца Кондрата. Ради Бога, добродетельная Солоха, ваша доброта, как говорит Писание Луки 3:3, стучаться, ей-богу, стучаться. Ох, спрячьте меня куда-нибудь. Я высыплю уголь в катку из другого мешка. Полезай скорее в мешок. Здравствуй, Солоха. Ты, может быть, не ожидала меня? А? Правда, не ожидала? Может быть, я помешал? Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилась, слышишь, Солоха? Как схватилась. Эк, окостенели руки. Не растяну кожуха. Как схватилась и вьюга. Отвори, Стучит кто-то. отвори. Это кузнец. Слышишь, Солоха? Куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтобы ему набежало дьяволскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною. Что же делать? Куда же вас спрятать? Полезай в мешок. И залез Чуб в тот самый мешок, в котором сидел уже Диак. Узнать, как дальше разворачивались события главных героев в рождественскую ночь, а также познакомиться с остальными рассказами Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» вы всегда можете в нашей библиотеке. Ну а мы желаем вам сказочного новогоднего настроения и исполнения желаний. Спасибо за внимание. До новых встреч!